Далее мы будем говорить о повышении информированности населения по вопросам финансовой грамотности. В Якутске проходит неделя сбережений. И сегодня в нашей студии главный специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Якутии Сардана Ефимова. Сардана Васильевна, здравствуйте. Доброе утро. В республике объявлена неделя сбережений. Вот расскажите, к чему она приурочена и основная идея это ее, собственно. В России уже в 5-й раз проходит эта неделя сбережений. В ней участвуют Министерство финансов, Национальный банк, Роспотребнадзор и другие финансовые организации. Целью этого проекта является повышение уровня финансовой грамотности населения, финансового образования в Российской Федерации, в том числе в нашей республике. Неделя сбережений проходит с 29 октября по 12 ноября. В этот период Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия проводятся различные мероприятия по просветительской деятельности по всей республике. Это у нас лекции в учебных заведениях, в организациях, а также практическая помощь потребителям. Вот сами потребители, они каким образом смогут получить консультацию? В управлении запущена горячая линия, где каждый может позвонить по номерам 35 43 24, 32 16 03 и задать интересующиеся вопросы. Также они могут подойти к нам лично в управление по Юнского 9. Желательно взять подтверждающие документы, если есть проблемы у гражданина, например, по банковским договорам, для оценки. Если будут нарушения, с нашей стороны будет оказана помощь в составлении искового заявления или даче заключения в суде в дальнейшем. И также напоминаю, что с 21 сентября в МФЦ по улице Амосова, 18 запущен прием и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей. Могут подойти еженедельно по пятницам с 2 до 5 часов. Неделя сбережения, она посвящена больше таким экономическим каким-то темам, да, финансовой грамотности. А вот конкретно по каким вопросам вот в период с 29 октября до 12 ноября граждане смогут к вам обращаться? Если есть в договорах наличие ущемляющих условий, если информация полностью не доводится до потребителя по федеральным законам, и если шрифт договора слишком мелкий, то есть если вообще не читабельный, они могут обратиться, и тоже с нашей стороны будет проводиться анализ. В Якутске, как и во многих городах, действуют микрофинансовые организации. Проще говоря, это фирмы, которые оказывают микрозаймы. Да, вот по каким вопросам касательно подобных организаций граждане могут обратиться к вам? Если вопросы касаются конкретно прав заемщиков и вкладчиков при оказании услуг микрофинансовыми организациями. Если в договорах, заключенных с микрофинансовыми организациями, тоже имеются наличие ущемляющих условий, если информация не доводится до потребителей, и тоже, вот как говорили, да, если слишком мелкий шрифт в договоре, они могут обратиться тоже для анализа. А вот какие-то основные, может быть, жалобы, недопонимания граждан именно в отношении микрозаймов, да, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане республики? Чаще всего обращаются по навязыванию страховки при заключении кредита, но каждый раз условия другие, и надо именно внимательно изучать именно условия кредитования, страхования, чтобы потом полный анализ сделать. Устно, просто так по телефону мы не можем конкретно проконсультировать. Это надо смотреть именно условия договора. Каждое условие, каждый договор, они разные договоры каждый раз, поэтому. Сардана Васильевна, ваши пожелания нашим телезрителям? Внимательно изучайте кредитные договора, прежде чем подписывать. Будьте бдительны при заключении кредитов и обращайте внимание именно на при заключении страховых продуктов. Сардана Васильевна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я думаю, что многие телезрители прислушаются к вашим советам, будут внимательнее читать все договоры, которые подписывают. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о финансовой грамотности. В республике проходит неделя сбережений.